Здравствуйте, с вами журналист Олег Желмин и телепередача «Зона особого внимания». И сегодня мы поговорим о работе госавтоинспекции в условиях нашей зимы. Вот особенности нашего города. Сейчас вот идет профилактический рейд, да? Хотелось бы узнать, что происходит во время этих профилактических рейдов. Во время профилактических рейдов происходят массовые проверки водителей транспортных средств. Проверка документов, что там проверяют? На право управления транспортным средством основное, на право владения транспортным средством и страховой полис ОСАГО. Сегодня нам повезло, да, сегодня как бы видимость хорошая. Буквально вчера туманы, да, они препятствуют дорожному движению. В туман, в плохую погодную условию надо себя вести максимально внимательным, учесть безопасную дистанцию. Просто бдительность, куда входит все же скорость, погодные условия, цепкость колес с дорожным покрытием, гололед на перекрестках. Зимние колеса должны быть, зимняя резина. Колеса. Но они разновидность различаются, классности различаются, шипованные и липучка. Когда передние два шипованных, а задние не шипованные, это нормально или нарушение? Запрещается, нарушение будет. Должны быть все на всех осях одинаковые должно быть. Вижу сзади нас перекресток, что должны водители соблюдать? Правила очередности проезда перекрестков. Пропускать встречный транспорт и завершать маневр на разрешающий сигнал светофора. Да, обязательно реагировать на светофоры. Фары включают, габариты. Это уже как бы у нас в порядке вещей. Но чем это регламентируется? Регламентируется постановление правительства 1090, постоянно должно быть включено. За это полагается штраф 500 рублей, либо предупреждение. Но основные нарушения — это проезд перекрестков идет, выезд с прилегающих территорий, несоблюдение дистанции. Водители должны не отвлекаться на телефон в основном. Нарушение из-за этого происходит. Отвлечение на телефон. И соблюдение безопасной скорости, интервала, дистанции, учесть погодные условия. За прошедший период 2024 года в Якутии зарегистрировано 691 дорожно-транспортное происшествие. Задержано более 2000 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 73 человека, травмировано 921 человек. На столицу Якутии приходится почти половина от всех дорожно-транспортных происшествий. Далее лидирует Мирнинский, Нерюнгринский и Горный районы. В наших зимних условиях наша Наташа — это спасение для автомашины. Но хочу напомнить, оно разрешено в перевозке на багажнике, если оно соответствует габаритам вашей автомашины. И, к сожалению, в зимних условиях наших второе стекло, к сожалению, пока запрещено. Многие водители же зимой попадают в ДТП. Самое главное, что им надо делать? Но в случае ДТП в первую очередь выставить знак аварийной остановки в такую погодную условию не менее 15 метров. Позвонить в дежурную группу на номер телефона 127. ДТП случилось, оставлять место происшествия, чтобы движение было? Или все-таки надо дождаться инспекторов? Если разногласий между водителями нету, можно зафиксировать дорожно-транспортное происшествие и вызвать аварийных комиссаров. Было у меня ДТП, мы стояли до последнего, в итоге мы создали пробку. А потом выяснилось, что в действительности можно так сделать, зафиксировать. Но там у нас несогласия были. Я был недоволен тем, что в меня въехали. Вот в данной ситуации я действовал правильно.
Да, в данном случае вы действовали правильно. В случае разногласия обязательно позвонить в дежурную службу ГАИ. Наряд приезжает, замеряет проезжую часть, устанавливает виновника дорожно-транспортного происшествия. Вот я увидел просто непонятного водителя, который подозрителен на дороге. Что нужно делать водителю, который это увидел? Ну, в таком случае позвонить в дежурную группу, сообщить, где это, в какую сторону транспортное средство направляется и госномера. Позвонить в дежурную группу на номер телефона 127. Госавтоинспекция предупреждает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусматривает административный штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Просим сообщать о нетрезвых водителях, неадекватно ведущих себя на дороге. Позвонить нужно в дежурную часть госавтоинспекции по телефону 127. Очень часто действительно сами водители звонят в дежурную часть 127 и рассказывают о пьяных водителях или о подозрительных водителях, больше так сказать. Скорее всего, о подозрительных водителей, которые увидели, где сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, или было их вождение. То есть увидели, что водитель садится в состоянии алкогольного опьянения, или у них неадекватное вождение, и сразу сообщают по телефону 127 в дежурную часть, что данный водитель там-то следует, и уже после этого уже подъезжает патруль и останавливает данное транспортное средство. Вот данная ситуация так и произошла, да? Да. Что данное транспортное средство, точно я не могу сказать, какое транспортное средство, что данная автомашина едет по объездной, по Хатанряху в сторону строительного рынка. За ней следует доброжелатель, который сообщает по телефону, что данный водитель, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения. После чего ребята среагировали, проследовали за данным транспортным средством, задержали, и при проверке документов выяснилось, что у данного водителя отсутствует водительское удостоверение и находится с признаками состояния алкогольного опьянения. После чего предложили, я так понимаю, для составления административного материала предложили продуть алкотестер, также проследовать на медицинское освидетельствование, и после чего было составлены административные материалы и доставлено по территориальности в ГУМ. Получается, водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения, без права на управление транспортным средством. И меня удивило, что его доставили в один из отделов полиции. Это как бы какая-то практика или это согласно правил, согласно закону? Согласно закону. Управление в состоянии алкогольного опьянения без права на управление транспортным средством, это уже после этого, просто у нас сейчас вечернее время, так человек доставляется в суд, и там уже выносится уже судебное решение. В практику пошло в то, что при составлении уже есть лишенные права управления, которые есть уголовная ответственность, где 264, часть 1, что она влечет. Это повторное уже получается управление водителем в состоянии алкогольного опьянения в течение 1 года. А это вот первый раз человек привлекся, получается, без права на управление. Если бы он просто был бы в состоянии алкогольного опьянения, с водительским удостоверением, то на него составили административный материал, после чего бы отпустили бы домой и уже ожидал бы решения суда. Госавтоинспекция предупреждает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусматривает административный штраф в размере с 1 января до 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Просим сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге. Телефон дежурной части госавтоинспекции 127. В наших дорогах туман. Соблюдать согласно правил дорожного движения скоростной режим. Не забывать включить ближний свет фар, также противотуманные фары.
Согласно правилам дорожного движения, если знак 40, значит едете на знак 40. Но если его плохая видимость, ну снизить 2 раза. Все будет нормально. Пусть Новый год вам принесет благополучие и безопасность на дорогах города Якутска. Желаем здоровья вам и вашим близким. С Новым годом! Елка добра с депутатами Якутской городской думы. Депутаты Якутской городской думы ежегодно участвуют в акции «Елка добра». Надо купить ребенку подарок на Новый год. На новогодней елке развешаны имена участников акции «Елка добра». А это дети из детских домов, коррекционных интернатов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Нужно выбрать открытку с именем ребенка и выбрать подарок. Вот я всегда почему-то хотел железную дорогу, к примеру, в детстве. У меня была железная дорога, но она была маленькая. А мне хотелось, чтобы она была длинная, там, со всеми там станциями. Там. Ой, мне вообще нравятся подарки нужные. То есть я считаю, что это должны быть не просто там какие-то сувениры ни о чем, а так, чтобы приносили пользу, ну или хотя бы радость большую. У меня не было крутого автомата. Большого крутого автомата. Ну тогда в советское время и не было нерфа, вот, который стреляет прям. У нас чуть ли не деревянные были автоматы, но в любом случае я хотел такой шикарный автомат, поэтому я взял автомат. Но у меня же 4 внуков, разный возраст, и я знаю, кто чем увлекается. То есть просто хотя бы подход возраста. Например, мальчики такого-то возраста увлекаются таким, девочки такого-то возраста увлекаются, а еще мечта. И когда подарки ребенку выбираешь, ты немножко становишься сам как ребенок. Как мои дети любили в детстве лего. Да, я как раз и подумала, что будет очень здорово, если этот мальчик тоже будет собирать лего. Это будет не только как бы интересная игрушка, да, ну, как бы собирать, да, но и как бы с целью развития, потому что это развивает мелкую моторику. Пользуясь случаем, хотел бы призвать наших горожан поучаствовать в этой прекрасной акции, чтобы создать новогоднее настроение не только себе, но и детям нашего города. И призываю прийти в магазины и приобщиться к акции «Елка добра». Добро – это не просто слова, это прежде всего действия. Даже маленькие поступки могут изменить жизнь к лучшему. Любой желающий может прийти, выбрать любую карточку в любое время и подарить подарок ребенку, сделать его счастливее. Купить подарки по акции «Елка добра» можно до 28 декабря. Подарки в корзинке скоро будут у детей. С Новым годом!